В архивах Министерства внутренних дел Кыргызстана хранится документ, который не должен был дожить до наших дней. Протокол служебного расследования номер 03/98, составленный через 24 часа после трагических событий 5 октября 1998 года. В этом документе, напечатанном на бумаге с водяными знаками МВД, есть одна деталь, которая заставляет кровь стыть в жилах. В графе «Время снятия охраны с объекта» стоит отметка 03 часа 45 минут, а в графе «Основание» всего два слова, написанные от руки синей шариковой ручкой. Устное распоряжение. Кто дал это распоряжение? Почему охрана покинула пост ровно за 15 минут до того, как к дому Жумабека Ибраимова подъехали убийцы? И самое главное, почему этот документ исчез из официального дела и всплыл только через 25 лет в частной коллекции бывшего следователя, который до сих пор боится называть свое имя? Жумабек Ибраимов не был обычным политиком. В стране, где власть традиционно принадлежала выходцам из северных регионов, он, южанин из Оша, сумел стать вице-премьером и одним из самых влиятельных людей в правительстве Оскара Акаева. Но влияние — это не то же самое, что безопасность. Наоборот, в Кыргызстане 90-х годов, когда страна переживала болезненный переход от советской системы к дикому капитализму, каждый шаг наверх по политической лестнице означал появление новых врагов. Ибраимов это понимал лучше других. Именно поэтому он настоял на круглосуточной охране своего дома в микрорайоне Джал, на окраине Бишкека. 3 сотрудника милиции в 2 смены, бронированная дверь, система видеонаблюдения по меркам того времени, серьезная защита. Но что происходит, когда защита исчезает по чьему-то приказу? Давайте вернемся в ночь с 4 на 5 октября 1998 года. Ибраимов провел вечер дома, в кругу семьи. Его жена Гульнара позже вспоминала, что он был необычно задумчив. Несколько раз выходил на балкон покурить, хотя обычно курил редко. Около 11 вечера он позвонил своему помощнику и попросил перенести все встречи на следующий день, на более позднее время. Хотел выспаться. В половине 12-го лег спать. Охрана в это время находилась на своем обычном посту. Один сотрудник у входа в подъезд, второй в машине во дворе, третий в комнате отдыха на 1-м этаже. Стандартная процедура, отработанная за месяцы службы. Но в 3 часа 45 минут ночи произошло нечто, что разрушило всю эту систему безопасности за считанные секунды. Старший смены, милиционер Эрмек Касымов, получил звонок по служебной рации. Звонивший представился дежурным по городскому управлению внутренних дел и сообщил, что охрану необходимо срочно снять и направить на другой объект. Якобы произошло ограбление в доме другого высокопоставленного чиновника. Касымов, по его собственным показаниям, усомнился и попросил подтверждения. Ему ответили, что письменное распоряжение будет оформлено утром, а сейчас ситуация экстренная и требует немедленных действий. Более того, голос в рации добавил фразу, которая развеяла все сомнения. «Распоряжение от самого министра выполнять немедленно». Касымов собрал своих людей, и через 5 минут охрана покинула пост. Дом Ибраимова остался без защиты. Ровно в 4:00 к подъезду подъехал темный джип без номеров. Из него вышли 3 мужчин в масках. Они поднялись на 3-й этаж, взломали дверь квартиры и открыли огонь. Жумабек Ибраимов погиб на месте от множественных огнестрельных ранений. Его жена чудом осталась жива, притворившись мертвой. Но вот что действительно пугает в этой истории. Когда следователи попытались установить, кто именно отдал приказ снять охрану, они столкнулись с глухой стеной молчания. В журнале дежурной части городского управления внутренних дел за эту ночь не было никаких записей о таком распоряжении. Министр внутренних дел категорически отрицал, что давал какие-либо указания. Дежурный по управлению в ту ночь капитан Бакыт Токтагулов заявил, что никаких звонков охране Ибраимова не делал. Более того, через 2 недели после убийства Токтагулов внезапно уволился из органов и уехал в Россию, где живет до сих пор и отказывается давать интервью. Касымов, старший охраны, настаивал на своей версии. Звонок был. Голос звучал уверенно и знал все кодовые слова. Но откуда неизвестный мог знать эти коды? Кто имел доступ к частотам служебной связи милиции? И почему никто не понес наказание за то, что охрана была снята без письменного приказа?
Семья Ибраимова с самого начала утверждала, это было не просто убийство. Это была спланированная операция по устранению неугодного политика. И снятие охраны — ключевой элемент этого плана. Подумайте сами, какова вероятность того, что ограбление в другом месте произойдет именно в ту ночь, когда кто-то решил убить Ибраимова? Какова вероятность того, что охрану снимут ровно за 15 минут до появления киллеров? Совпадение? Или кто-то очень точно рассчитал время? Гульнара Ибраимова в своих показаниях упомянула деталь, которая не вошла в официальные протоколы. За 3 дня до убийства ее муж получил анонимное письмо с угрозами. В письме было написано: «Твоя охрана тебя не спасет. Мы знаем, как ее убрать». Жумабек отнесся к этому как к очередной попытке запугивания. Таких писем он получал регулярно. Но теперь эти слова звучат как пророчество. Чтобы понять, почему Ибраимов мог стать мишенью, нужно вернуться на несколько месяцев назад, в весну 1998 года. Именно тогда он начал активно выступать против приватизации крупных государственных предприятий, которую продвигала группа влиятельных бизнесменов, близких к президентскому окружению. Ибраимов публично заявлял, что приватизация проводится с нарушениями, что активы распродаются по заниженным ценам, что в этом процессе замешаны коррупционные схемы. Он требовал проверок, аудитов, прозрачности. Его выступления в парламенте собирали полные залы. Его интервью газетам расходились огромными тиражами. Народ видел в нем редкого для того времени политика-человека, который не боится говорить правду. Но именно эта правда и подписала ему смертный приговор. Один из бывших депутатов парламента, который работал вместе с Ибраимовым в Комитете по экономике, рассказывал: за месяц до убийства Жумабек получил документы, которые доказывали незаконную передачу контрольного пакета акций крупного промышленного предприятия в частные руки. Сумма сделки составляла несколько миллионов долларов, но реальная стоимость предприятия была в 10 раз больше. Ибраимов планировал вынести этот вопрос на заседание правительства и потребовать отмены сделки. Он назначил пресс-конференцию на 8 октября, где собирался обнародовать все факты. Но до 8 октября он не дожил. А документы, которые он собирал, исчезли из его рабочего кабинета в тот же день, когда его убили. Кто-то очень не хотел, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Кто-то, у кого были связи в милиции, доступ к служебной связи и власть отдавать приказы, которым подчиняется без вопросов. Официальное расследование убийства Ибраимова длилось почти 2 года. За это время было допрошено более 100 свидетелей, изучены тысячи документов, проверены десятки версий. В итоге следствие пришло к выводу, что убийство было заказным, мотив — политический. Но заказчиков установить не удалось. 3 исполнителей были задержаны через полгода после преступления. Все 3 — криминальные авторитеты из южных регионов, люди с темным прошлым и связями в преступном мире. На суде они признались в убийстве, но категорически отказались называть имя заказчика. Один из них, Азамат Мамытов, заявил: «Если я скажу, кто нам заплатил, меня убьют прямо в камере, и мою семью тоже». Суд приговорил всех 3 к пожизненному заключению. Дело было закрыто. Но вопрос о том, кто стоял за этим убийством, остался открытым. Прошло 25 лет. Кыргызстан пережил 2 революции, сменилось несколько президентов, страна изменилась до неузнаваемости. Но имя Жумабека Ибраимова до сих пор произносят с уважением и болью. Его портрет висит в здании парламента, его именем названа одна из улиц Бишкека. Но справедливость так и не восторжествовала. Заказчики убийства остались безнаказанными. Те, кто отдал приказ снять охрану, продолжают жить спокойной жизнью. А документ номер 03/98, который мог бы пролить свет на истину, официально считается утерянным. Но в 2022 году произошло событие, которое заставило вновь вспомнить об этом деле. Один из бывших следователей, работавших над убийством Ибраимова, согласился дать интервью независимому журналисту. Это было первое интервью за 25 лет, в котором человек из следственной группы решился говорить открыто. Его имя мы не можем назвать по соображениям безопасности. Он до сих пор живет в Кыргызстане и опасается за свою жизнь. Но то, что он рассказал, переворачивает все представления об этом деле.
По словам бывшего следователя, уже в первые дни расследования стало ясно, что убийство было организовано на очень высоком уровне. Слишком много странных совпадений, слишком много исчезнувших улик, слишком много свидетелей, которые внезапно меняли показания или отказывались говорить. Следственная группа выдвинула версию о причастности к убийству нескольких высокопоставленных чиновников из правительства и силовых структур. Были составлены списки подозреваемых, начата проверка их алиби, запрошены данные телефонных переговоров. Но через месяц после начала расследования руководитель следственной группы был внезапно отстранен от дела и переведен на другую должность. Его заменил человек, который, по словам нашего источника, с самого начала дал понять, что копать глубоко не стоит. Новый руководитель сосредоточился исключительно на поиске исполнителей и игнорировал все версии, связанные с заказчиками из высших эшелонов власти. Бывший следователь рассказал еще одну деталь, которая никогда не фигурировала в официальных материалах дела. За неделю до убийства Ибраимова в городском управлении внутренних дел состоялось закрытое совещание, на котором обсуждался вопрос о необходимости усиления охраны особо важных объектов в связи с угрозой терактов. На этом совещании присутствовали руководители всех подразделений, отвечающих за безопасность высокопоставленных лиц. Обсуждались конкретные фамилии, конкретные адреса, конкретные меры защиты. Фамилия Ибраимова прозвучала на этом совещании несколько раз. Более того, было принято решение усилить его охрану, добавить еще 2 сотрудников и установить дополнительные камеры наблюдения. Но это решение так и не было выполнено. Почему? Кто заблокировал его исполнение? И не было ли это совещание способом выяснить, какая именно охрана стоит у дома Ибраимова, чтобы потом спланировать, как ее убрать? Наш источник утверждает, что в материалах дела есть еще один документ, который может пролить свет на истину. Это распечатка телефонных переговоров одного из высокопоставленных чиновников за период с 1 по 5 октября 1998 года. В этой распечатке зафиксировано несколько звонков на номера, которые принадлежали людям из криминального мира. Один из этих номеров впоследствии был идентифицирован как номер человека, который передавал деньги исполнителям убийства. Но когда следователи попытались допросить этого чиновника, им было отказано якобы по причине его дипломатической неприкосновенности. Чиновник в то время занимал должность, которая давала ему такой статус. Через год после убийства он покинул свой пост и уехал за границу. Где он сейчас и жив ли вообще, неизвестно. Но самое шокирующее откровение бывшего следователя касается того самого звонка, который заставил охрану покинуть пост. По его словам, технические эксперты провели анализ записи переговоров по рации в ту ночь. Такая запись существует, хотя официально это отрицается. Анализ показал, что голос, отдававший приказ снять охрану, принадлежит человеку в возрасте от 40 до 50 лет, с характерным северным акцентом и профессиональной манерой речи. Скорее всего, кадровый сотрудник силовых структур. Более того, эксперты выделили на записи фоновые шумы, которые позволили установить примерное местоположение звонившего. Это был не дежурный кабинет городского управления внутренних дел, как утверждалось, а помещение с характерной акустикой. Высокие потолки, эхо, звук работающего кондиционера определенной модели. Такие кондиционеры в то время стояли только в нескольких зданиях Бишкека, включая резиденцию президента и здание правительства. Звонок был сделан из одного из этих мест, но дальнейшее расследование этой версии было запрещено. Почему? Кто имел власть запретить следствию проверять такую важную улику? И что еще более важно, кто имел доступ к служебной связи милиции из здания правительства или президентской резиденции? Ответ на эти вопросы лежит на поверхности, но произнести его вслух в Кыргызстане до сих пор опасно. Слишком много влиятельных людей заинтересованы в том, чтобы правда об убийстве Ибраимова никогда не всплыла. Слишком много репутаций будет разрушено, слишком много карьер закончится, слишком много людей окажется за решеткой, если это дело будет пересмотрено. Семья Ибраимова не теряет надежды. Его сын, Азамат Ибраимов, который в момент убийства отца был еще подростком, сегодня сам стал юристом и посвятил свою жизнь борьбе за справедливость. Он собрал огромный архив документов, свидетельских показаний, экспертных заключений. Он неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру с требованием возобновить расследование.
Он добился того, чтобы дело было пересмотрено в 2015 году. Но и тогда следствие пришло к тем же выводам. Заказчики не установлены. Азамат не сдается. Он говорит: «Я знаю, что моего отца убили не бандиты. Его убила система, которая не терпит честных людей. И я докажу это, даже если это займет всю мою жизнь». Но пока система молчит, пока архивы закрыты, пока свидетели боятся говорить, и пока тот самый документ номер 03 косая 98 с отметкой «Устное распоряжение» лежит в чьём-то сейфе и ждет своего часа. Может быть, этот час настанет? Может быть, кто-то из тех, кто знает правду, найдет в себе смелость рассказать ее. Может быть, новое поколение следователей, не связанное круговой порукой 90-х, возьмется за это дело и доведет его до конца. А может быть, правда так и останется, погребенной под слоями лжи, страха и политических интриг. Но одно можно сказать точно. Имя Жумабека Ибраимова не будет забыто. Его история — это история о том, как опасно быть честным в мире, где правят деньги и власть. Это история о том, как легко убить человека, когда у тебя есть связи в правоохранительных органах. И это история о том, что иногда самая надежная охрана бессильна, если приказ о ее снятии исходит сверху. Кто отдал этот приказ в ту ночь? Мы можем только догадываться. Но мы знаем одно. Этот человек до сих пор на свободе. И он прекрасно спит по ночам, зная, что его тайна надежно защищена. Представьте себе человека, который каждый день просыпается с одной и той же мыслью. «Я знаю, кто убил моего коллегу. Но если я скажу это вслух, меня убьют следующим». Таких людей в Кыргызстане после убийства Ибраимова оказалось больше, чем можно представить. Один из них — бывший депутат парламента Талант Мамытов, который работал в одном комитете с Жумабеком и был свидетелем всех его попыток разоблачить коррупционные схемы. Мамытов молчал 26 лет. Он пережил 2 революции, видел, как одни правители сменяли других, как менялась страна, как уходили из жизни те, кто мог бы подтвердить его слова. И только в 2024 году, когда ему исполнилось 72 года, и врачи поставили диагноз, который не оставлял надежды на долгую жизнь, он решил нарушить молчание. То, что он рассказал в своем единственном интервью независимому журналисту, записанном на диктофон в его доме в Бишкеке, заставляет пересмотреть всю историю убийства Ибраимова. Мамытов утверждает, он знает имя человека, который отдал приказ снять охрану. Более того, он знает, почему это было сделано и сколько денег заплатили за молчание всех причастных. Но самое страшное, он знает, что Ибраимов был не единственной жертвой. Были и другие, чьи смерти списали на несчастные случаи, болезни или бытовые конфликты. Все они имели одну общую черту. Они знали слишком много о том, как делились деньги от приватизации в 90-е годы. Мамытов рассказывает, что за 3 недели до убийства Ибраимова в парламенте состоялось закрытое заседание Комитета по экономике. На этом заседании Жумабек представил документы, которые доказывали незаконную передачу акций крупнейшего золотодобывающего предприятия страны в руки частной компании, зарегистрированной в офшорной зоне. Сумма сделки официально составляла $5 миллионов, но реальная стоимость предприятия, по оценкам независимых экспертов, превышала 100 миллионов. Разница в $95 миллионов просто испарилась. Осела на счетах людей, которые организовали эту сделку. Ибраимов требовал немедленной проверки и отмены приватизации. Он размахивал папкой с документами и кричал: «Это не приватизация, это ограбление народа. Я не позволю этому случиться». На заседании присутствовало 12 депутатов. 11 из них поддержали Ибраимова и проголосовали за создание специальной комиссии по проверке сделки. 1 депутат воздержался. Этим депутатом был человек, который через 2 года станет министром экономики, а еще через 5 лет — одним из богатейших бизнесменов страны. Его имя Мамытов произнес в интервью, но мы не можем его здесь повторить по юридическим причинам. Скажем только, этот человек до сих пор жив, до сих пор влиятелен и до сих пор имеет связи в самых высоких кабинетах власти. После того заседания, по словам Мамытова, Ибраимов получил первый звонок с угрозами. Звонил мужчина с низким голосом, говорил на чистом русском языке без акцента, что уже было необычно для Кыргызстана того времени.
Он сказал Жумабеку: «Ты лезешь не в свое дело. Остановись, пока не поздно. У тебя семья, дети. Подумай о них». Ибраимов не испугался. Он позвонил Мамытову и рассказал об угрозе. Мамытов предложил обратиться в милицию, написать заявление, потребовать усиления охраны. Но Жумабек отказался. Он сказал: «Если я начну бояться каждого звонка, я не смогу работать. Они хотят меня запугать, но я не из тех, кто пугается». Это была его ошибка. Роковая ошибка человека, который переоценил свою защищенность и недооценил решимость своих врагов. Через неделю после того звонка произошло событие, которое должно было стать последним предупреждением. Ибраимов ехал на своей служебной машине из парламента домой. Было около 8 часов вечера, на улицах уже стемнело. На одном из перекрестков в центре Бишкека к его машине подъехал темный джип без номеров и начал подрезать, вынуждая съехать на обочину. Водитель Ибраимова, опытный человек, который раньше служил в спецназе, понял, что это не случайность. Он резко ускорился, проскочил на красный свет и оторвался от преследователей. Когда они приехали домой, Жумабек был бледен. Руки его дрожали. Он позвонил в городское управление внутренних дел и потребовал разобраться. Ему пообещали проверить все камеры наблюдения на том перекрестке и найти джип. Но проверка ничего не дала. Камеры в тот вечер случайно не работали. Джип так и не нашли. А через 2 недели Ибраимова не стало. Мамытов утверждает, что знает, кто сидел в том джипе. Это были те же люди, которые потом придут к его дому в ночь убийства. Их задачей было запугать Ибраимова, заставить его отступить, отказаться от своих требований. Но когда стало ясно, что запугивание не работает, было принято решение о более радикальных мерах. Кто принял это решение? Мамытов называет имя человека, который в то время занимал одну из ключевых должностей в правительстве и курировал вопросы приватизации. Этот человек, по словам Мамытова, лично встречался с криминальными авторитетами, которые потом организовали убийство. Встреча состоялась в одном из ресторанов Бишкека, в отдельном кабинете, куда не пускали посторонних. Мамытов знает об этой встрече, потому что один из охранников того ресторана был его дальним родственником и рассказал ему об этом через несколько месяцев после убийства. Охранник видел, как чиновник передал одному из авторитетов толстый конверт. Он не знал, что было в конверте, но догадывался: деньги, много денег. Но вот что действительно леденит кровь в рассказе Мамытова. Он утверждает, что убийство Ибраимова было лишь частью более масштабного плана по устранению всех, кто мог помешать разделу государственной собственности. В течение следующих 2 лет после смерти Жумабека, при загадочных обстоятельствах, погибли еще 3 депутатов, которые голосовали за создание комиссии по проверке той сделки с золотодобывающим предприятием. Один разбился на машине, тормоза отказали на горном серпантине. Второй умер от сердечного приступа в возрасте 45 лет, хотя до этого никогда не жаловался на здоровье. Третий был найден мертвым в своей квартире. Официальная версия — самоубийства, хотя родственники категорически это отрицали. Все эти смерти расследовались, но ни в одном случае не было найдено признаков криминала. Совпадение? Или тщательно спланированная операция по зачистке неугодных? Мамытов не сомневается, это была зачистка. И он сам чудом остался жив только потому, что после убийства Ибраимова испугался и перестал поднимать неудобные вопросы. Он замолчал, ушел в тень, занялся бизнесом и старался не привлекать к себе внимания. Но чувство вины не отпускало его все эти годы. Он знал правду и молчал. Он был трусом, и это знание разъедало его изнутри. Теперь, когда ему осталось жить считанные месяцы, Мамытов решил рассказать все, что знает. Он понимает, что его показания вряд ли приведут к новому расследованию. Слишком много времени прошло, слишком много улик уничтожено, слишком много свидетелей умерло или уехало из страны. Но он хочет, чтобы люди знали правду. Он хочет, чтобы имя Ибраимова не было забыто. И он хочет, чтобы те, кто стоял за убийством, хотя бы раз в жизни почувствовали страх. Страх того, что их тайна больше не является тайной. В конце интервью Мамытов сказал фразу, которая звучит как приговор. «Я знаю, что после публикации этого интервью моя жизнь может оказаться в опасности.
Но я уже стар и болен. Мне нечего терять. А им есть что терять. Их репутацию, их богатство, их свободу. Пусть теперь они боятся. Пусть они знают. Правда рано или поздно всплывает наружу. Можете ли вы представить себе, каково это жить 26 лет с таким грузом на душе? Знать, кто убил вашего друга, и молчать из страха за собственную жизнь. А теперь подумайте, сколько еще таких людей живет в Кыргызстане сегодня? Сколько еще свидетелей молчат, потому что боятся повторить судьбу Ибраимова? Но показания Мамытова — это лишь верхушка айсберга. Чтобы понять истинный масштаб трагедии, нужно заглянуть в медицинские архивы, которые хранятся в закрытых фондах Министерства здравоохранения Кыргызстана. Эти архивы содержат информацию, которая никогда не придавалась огласке и которая проливает свет на одну из самых мрачных тайн этого дела. Речь идет о медицинском заключении, составленном судебно-медицинским экспертом через несколько часов после убийства Ибраимова. В этом заключении, помимо стандартного описания огнестрельных ранений, есть один абзац, который был вычеркнут из официальной версии документа, но сохранился в черновике. В этом абзаце эксперт указывает на странную деталь. В крови погибшего были обнаружены следы сильнодействующего седативного препарата, который обычно используется для наркоза перед операциями. Концентрация препарата была достаточно высокой, чтобы вызвать сонливость и замедление реакции, но недостаточной для полной потери сознания. Откуда этот препарат попал в организм Ибраимова? Он не принимал никаких лекарств в тот день, не был на приеме у врача, не делал никаких инъекций. Единственное объяснение, которое приходит в голову, его подмешали в еду или питье. Жена Ибраимова, Гульнара, вспоминает, что вечером 4 октября они ужинали дома всей семьей. Жумабек ел обычную домашнюю еду, которую готовила она сама. Пил чай, который она же заваривала. Никаких посторонних людей в доме не было. Но была одна деталь, которую Гульнара вспомнила только через несколько лет после трагедии. Примерно в 7 часов вечера к ним в дверь позвонил курьер и принес посылку. В посылке была бутылка дорогого коньяка и коробка конфет. К посылке прилагалась открытка с поздравлением якобы от коллег по парламенту в честь какого-то профессионального праздника. Жумабек удивился, потому что никакого праздника в тот день не было, но решил, что коллеги просто ошиблись датой. Он открыл бутылку, налил себе рюмку коньяка и выпил. Потом съел несколько конфет. Через полчаса он пожаловался на усталость и сказал, что хочет лечь спать пораньше. Это было необычно для него. Обычно он ложился спать не раньше полуночи, но в тот вечер он заснул уже в половине 12-го. А в 4 часа утра его убили. Когда следователи попытались найти того курьера и выяснить, кто отправил посылку, они столкнулись с тупиком. Курьерская служба, чье название было указано на упаковке, заявила, что никаких заказов на доставку по этому адресу в тот день не было. Более того, описание курьера, которое дала Гульнара, молодой парень в форменной куртке с логотипом компании, не совпадало ни с одним из сотрудников этой службы. Курьер был подставным. Посылка была подставной. А коньяк и конфеты, которые Ибраимов съел в тот вечер, скорее всего, содержали тот самый седативный препарат. Зачем это было нужно? Чтобы убедиться, что жертва будет спать крепко и не услышит, как взламывают дверь? Чтобы замедлить его реакцию на случай, если он все таки проснется? Чтобы сделать убийство максимально быстрым и бесшумным? Это была не просто операция по устранению неугодного политика. Это была хирургически точная операция, спланированная до мельчайших деталей людьми, которые знали, что делают. Но кто мог организовать такую операцию? Кто имел доступ к сильнодействующим медицинским препаратам? Кто мог нанять подставного курьера и подделать упаковку курьерской службы? Ответ на эти вопросы приводит нас к еще одной фигуре в этой истории. Человеку, который никогда не фигурировал в официальном расследовании, но чье имя всплывает в показаниях нескольких свидетелей. Это врач, который в 90-е годы работал в одной из частных клиник Бишкека и имел репутацию человека, готового за деньги сделать все, что угодно, от подделки медицинских справок до поставки запрещенных препаратов. Его звали Марат Асанов, и он был хорошо известен в криминальных кругах как человек, к которому можно обратиться, если нужно решить вопрос медицинского характера. Асанов исчез из Кыргызстана через месяц после убийства Ибраимова.
Его клиника внезапно закрылась. Он продал свою квартиру и уехал по одним данным в Россию, по другим в Турцию. С тех пор его никто не видел. Один из бывших пациентов Асанова, который согласился дать показания анонимно, рассказал странную историю. За 2 недели до убийства Ибраимова он пришел в клинику Асанова на прием. В приемной он случайно услышал разговор врача с каким-то посетителем. Посетитель спрашивал о препарате, который усыпляет, но не убивает. Асанов объяснял, какая дозировка нужна, как правильно подмешать препарат в еду или питье, через сколько времени он начнет действовать. Пациент не придал этому разговору значения. Подумал, что речь идет о каком-то медицинском случае. Но после убийства Ибраимова, когда в новостях появилась информация о найденном в крови седативном препарате, он вспомнил тот разговор и понял, что, возможно, был свидетелем подготовки к преступлению. Он пришел в милицию и рассказал об этом. Следователи записали его показания, но дальнейшего развития эта версия не получила. Асанова так и не допросили. К тому времени он уже покинул страну. Но даже если предположить, что Асанов действительно поставил препарат для усыпления Ибраимова, это не отвечает на главный вопрос. Кто был заказчиком? Кто заплатил Асанову? Кто организовал доставку отравленной посылки? Кто отдал приказ снять охрану? Все эти действия требовали координации, денег, связей. Это не могла быть работа одного человека или даже одной группы. Это была работа целой сети людей, каждый из которых выполнял свою роль и не знал общей картины. Классическая схема организации заказных убийств, которую используют спецслужбы по всему миру — разделение ответственности, минимум контактов между исполнителями, максимум секретности. И в центре этой сети человек, который отдавал приказы и контролировал весь процесс. Человек, который имел власть, деньги и связи, чтобы организовать такую операцию. Человек, который до сих пор остается в тени. Медицинские архивы хранят еще одну тайну, которая может пролить свет на личность этого человека. В 2001 году, через 3 года после убийства Ибраимова, в одной из больниц Бишкека умер от сердечного приступа мужчина средних лет. Его смерть не привлекла особого внимания. Обычный случай, каких сотни в год. Но когда врачи изучили его медицинскую карту, они обнаружили странную деталь. За несколько месяцев до смерти этот человек обращался к психиатру с жалобами на бессонницу, ночные кошмары и навязчивые мысли. Он рассказывал врачу, что его преследуют видения, в которых он видит лицо убитого человека. Он не называл имени, но описание было достаточно точным, чтобы врач понял, о ком идет речь. Психиатр прописал ему сильные успокоительные и порекомендовал обратиться к священнику. Но через 2 месяца пациент умер. В его медицинской карте врач сделал пометку. Возможно, чувство вины, связанное с каким-то травматическим событием в прошлом. Кем был этот человек? Почему его мучило чувство вины? Был ли он одним из тех, кто участвовал в убийстве Ибраимова? Мы никогда не узнаем ответа на эти вопросы. Медицинская карта была уничтожена через 10 лет после смерти пациента, как того требует закон. Но сам факт существования такого случая заставляет задуматься, сколько еще людей живут с этим грузом на душе? Сколько еще участников той операции мучаются от кошмаров и чувства вины? Но есть в этой истории и элемент, который выходит за рамки рационального объяснения. Элемент, который заставляет вспомнить о древних поверьях и суевериях, которые до сих пор живы в Кыргызстане, несмотря на десятилетия советского атеизма и современной цивилизации. Речь идет о серии странных событий, которые произошли в доме, где жил Ибраимов после его убийства. Гульнара и дети не смогли больше жить в этой квартире. Слишком тяжелы были воспоминания. Они переехали к родственникам, а квартиру выставили на продажу. Но продать ее оказалось невозможно. Первая семья, которая купила квартиру, прожила в ней всего 2 недели и съехала, отказавшись объяснять причину. Вторая семья продержалась месяц. Третья — 3 дня. Все они рассказывали одно и то же. По ночам в квартире слышны странные звуки. Шаги, скрип дверей, голоса. Один из жильцов клялся, что видел в коридоре силуэт мужчины в темном костюме, который стоял и смотрел на него, а потом растворился в воздухе. Другой рассказывал, что его маленькая дочь каждую ночь просыпалась в слезах
и говорила, что дядя в крови стоит у ее кровати и что-то шепчет. Можно списать все это на нервное воображение людей, которые знали о трагедии, произошедшей в этой квартире. Можно объяснить звуки особенностями старого дома, а видение игрой света и тени. Но есть одна деталь, которую невозможно объяснить рационально. В 2003 году, через 5 лет после убийства, в эту квартиру въехала семья, которая ничего не знала о ее истории. Риэлтор не сказал им правды, опасаясь, что они откажутся от покупки. Семья прожила в квартире 3 месяца, и за это время с ними не происходило ничего необычного. Но однажды ночью глава семьи, мужчина по имени Бакыт, проснулся от странного ощущения. Ему казалось, что кто-то стоит рядом с его кроватью и смотрит на него. Он открыл глаза и увидел фигуру мужчины, одетого в темный костюм. Лицо мужчины было бледным, на лбу виднелось темное пятно, похожее на рану. Бакыт закричал, включил свет, фигура исчезла. Утром он рассказал об этом жене, и она призналась, что тоже несколько раз видела этого человека, но боялась говорить, чтобы не пугать мужа. Они решили узнать историю квартиры и обратились к соседям. Когда им рассказали об убийстве Ибраимова, Бакыт побледнел. Он попросил показать фотографию погибшего и узнал в ней того самого человека, которого видел ночью. Семья съехала из квартиры на следующий день. С тех пор квартира пустует. Ее больше никто не покупает и не снимает. Местные жители обходят этот дом стороной, особенно по ночам. Говорят, что душа Ибраимова не может найти покоя, потому что его убийцы не наказаны. Говорят, что он ходит по квартире и ищет справедливости. Говорят, что пока правда не будет раскрыта, его дух будет являться людям, напоминая о том, что преступление не должно оставаться безнаказанным. Можно относиться к этим историям скептически, можно считать их суевериями и выдумками. Но в Кыргызстане, где традиции и верования предков до сих пор играют важную роль в жизни людей, такие истории имеют огромное значение. Они становятся частью коллективной памяти, частью народного мифа о справедливости и возмездии. И они поддерживают интерес к делу Ибраимова, не дают ему быть забытым. Каждый раз, когда кто-то рассказывает историю о призраке в той квартире, он напоминает о том, что убийство не раскрыто, что преступники на свободе, что справедливость не восторжествовала. И это, возможно, самое важное — не дать людям забыть, не дать делу кануть в лету. Но есть и другая сторона этих мистических историй. Они создают атмосферу страха вокруг всего, что связано с убийством Ибраимова. Люди боятся говорить о нем, боятся задавать вопросы, боятся копать глубже. Потому что если даже мертвый Ибраимов может являться людям и пугать их, то что могут сделать живые убийцы с теми, кто попытается их разоблачить? Этот страх — самое эффективное оружие тех, кто стоял за убийством. Они не просто убили человека. Они создали вокруг его смерти ауру ужаса и неприкосновенности. Они превратили его квартиру в место, куда боятся заходить. Они превратили его имя в табу, о котором лучше не говорить вслух. И они добились своего. Большинство людей в Кыргызстане предпочитают не вспоминать об Ибраимове, не задавать неудобных вопросов, не требовать справедливости. Потому что страх сильнее любопытства. Потому что желание жить спокойно сильнее желания знать правду. Но есть люди, которых не пугают ни призраки, ни угрозы. Люди, которые продолжают искать правду, несмотря ни на что. Один из них — журналист Азамат Токтагулов, который последние 10 лет своей жизни посвятил расследованию убийства Ибраимова. Токтагулов собрал огромный архив документов, записал десятки интервью со свидетелями, проанализировал все доступные материалы дела. Он написал книгу об этом убийстве, которая стала бестселлером в Кыргызстане и вызвала новую волну интереса к делу. Но самое главное, он не боится называть имена. В своей книге он прямо указывает на людей, которых подозревает в причастности к убийству. Он приводит факты, документы, свидетельские показания. Он требует возобновления расследования и привлечения к ответственности всех виновных. И он платит за это высокую цену. За последние 5 лет Токтагулов пережил 3 покушения на свою жизнь. Первый раз на него напали неизвестные в темном переулке и избили до полусмерти. Второй раз его машину подожгли прямо во дворе его дома. Третий раз ему подбросили в почтовый ящик конверт с пулей и запиской: «Следующее будет в тебе».
Но он не сдается. Он продолжает писать, продолжает расследовать, продолжает требовать справедливости. Когда его спрашивают, не боится ли он за свою жизнь, он отвечает: «Конечно, боюсь. Я не герой. Я обычный человек. Но если я остановлюсь, если я замолчу из-за страха, то они победят. А я не могу им позволить победить. Потому что если они победят, то в этой стране больше никогда не будет справедливости. И тогда смерть Ибраимова будет напрасной». Можете ли вы представить себе такую смелость? Можете ли вы представить, каково это знать, что каждый день может стать последним, и все равно продолжать идти вперед? А теперь подумайте, сколько еще таких людей нужно этой стране, чтобы правда, наконец, восторжествовала. Под зданием бывшего Комитета национальной безопасности Кыргызстана, в подвале, куда не ступала нога журналиста с момента распада Советского Союза, хранятся металлические шкафы с документами, которые официально не существуют. Представьте себе комнату без окон, где воздух пропитан запахом старой бумаги и плесени, где на полках лежат папки с грифом «Совершенно секретно», датированные 90-ми годами. В одной из таких папок под номером СС-0-90812 находится список из 12 человек. 12 имен, написанных от руки синими чернилами на пожелтевшей бумаге с водяными знаками КНБ. Рядом с каждым именем должность, адрес проживания и кодовое обозначение. Рядом с именем Жумабека Ибраимова стоит красная галочка и дата — 5 октября 1998 года. Рядом с 3 другими именами такие же галочки и даты, растянувшиеся на 2 года вперед. Этот список не просто документ. Это приговор, вынесенный людям, которые знали слишком много о том, как делились миллионы от приватизации государственной собственности. Кто составил этот список? Кто поставил те красные галочки? И самое главное, где сейчас находятся 8 человек, чьи имена в списке остались без отметок? Живы ли они? Или их судьба тоже была решена, но следы замели настолько тщательно, что даже в секретных архивах не осталось никаких записей? Существование этого списка стало известно благодаря человеку, который 26 лет хранил молчание, потому что боялся за жизнь своей семьи. Его зовут Нурлан Садыков, и в 90-е годы он работал архивариусом в Комитете национальной безопасности. Его задачей было систематизировать документы, поступавшие из различных подразделений, присваивать им номера и размещать в хранилище. Однажды, в конце сентября 1998 года, к нему в кабинет зашел человек в штатском, представился сотрудником особого отдела и передал запечатанный конверт с грифом «Совершенно секретно». Садыков должен был зарегистрировать документ, присвоить ему номер и поместить в специальный сейф, доступ к которому имели только 3 человека в здании. Но когда Садыков открыл конверт, чтобы заполнить регистрационную карточку, он увидел тот самый список. 12 имен, 12 приговоров. Он понял, что держит в руках документ, который не должен был видеть. Его руки задрожали, холодный пот выступил на лбу. Он быстро переписал список на отдельный листок, спрятал его в карман и запечатал конверт обратно. Этот листок он хранил 26 лет в тайнике у себя дома, не показывая никому, даже жене. Почему Садыков решил рассказать об этом только сейчас? Потому что в 2024 году он узнал, что смертельно болен. Врачи дали ему от силы полгода жизни. И он понял, если он умрет, не рассказав правду, то эта правда умрет вместе с ним. Он связался с журналистом Азаматом Токтагуловым, тем самым, который написал книгу об убийстве Ибраимова и пережил 3 покушения. Встреча состоялась в конспиративной квартире, которую Токтагулов снял специально для таких встреч. Садыков достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо пожелтевший листок и положил его на стол. Токтагулов развернул листок и замер. Перед ним был список смерти. 12 имен людей, которых приговорили к устранению за то, что они мешали разделу государственной собственности. 4 из них уже мертвы. Их имена отмечены красными галочками. 8 остальных живы. Но живут ли они спокойно, зная, что их имена в этом списке?
Или они даже не подозревают о том, что когда-то были приговорены к смерти? Садыков рассказал Токтагулову еще одну деталь, которая заставляет кровь стыть в жилах. Через неделю после того, как он зарегистрировал тот документ, к нему снова пришел тот же человек в штатском и потребовал вернуть конверт. Садыков достал его из сейфа и передал. Человек вскрыл конверт прямо при нем, достал список, внимательно изучил его и спросил: «Ты читал это?» Садыков, стараясь сохранить спокойствие, ответил: «Нет, я только зарегистрировал документ, как положено по инструкции». Человек долго смотрел ему в глаза, потом кивнул и ушел, забрав список с собой. Садыков понял, что если бы он признался, что читал документ, то его имя могло бы стать 13-м в том списке. С того дня он жил в постоянном страхе. Каждый раз, когда в дверь звонили поздно вечером, он думал: «Это за мной пришли». Каждый раз, когда видел на улице машину без номеров, он ускорял шаг. Он не мог спать спокойно, не мог доверять людям, не мог жить нормальной жизнью. Потому что знал, в этой стране есть люди, которые убивают за знание правды. И он был одним из тех, кто эту правду знал. Токтагулов попросил Садыкова назвать имена из списка, которые еще живы. Садыков отказался. Он сказал: «Если я назову их имена, и ты опубликуешь их, то подпишешь им смертный приговор. Потому что те, кто составил этот список, до сих пор у власти. Они постарели, но не потеряли влияние. И они не простят, если их тайна станет достоянием общественности». Токтагулов настаивал, но Садыков был непреклонен. Единственное, что он согласился сделать, это подтвердить, что имя Ибраимова было в том списке под номером 3. Это означало, что его убийство было не спонтанным решением, а частью заранее спланированной операции по зачистке неугодных. Операции, которая началась задолго до 5 октября 1998 года и продолжалась еще как минимум 2 года после. Операции, которая, возможно, не закончена до сих пор. Потому что в том списке остались имена людей, которые все еще живы. И кто знает, может быть, кто-то до сих пор ждет подходящего момента, чтобы поставить рядом с их именами красные галочки. Но самое страшное в рассказе Садыкова — это не сам список. Это то, что он сказал в конце встречи. Он посмотрел Токтагулову в глаза и произнес: «Ты думаешь, что этот список единственный? Ты ошибаешься. Таких списков было несколько. Один для политиков, которые мешали приватизации, другой для журналистов, которые писали об этом слишком много, третий для бизнесменов, которые отказывались играть по правилам новых хозяев жизни. Я видел только один список, но я знаю, что были и другие. И я знаю, что многие люди из тех списков уже мертвы. Их смерти списали на несчастные случаи, болезни, бытовые конфликты, но на самом деле это была зачистка. Систематическая, хладнокровная зачистка всех, кто мог помешать разделу государственной собственности. Токтагулов спросил, сколько человек было в тех списках. Садыков ответил: «Я не знаю точно, но если судить по количеству странных смертей в 90-е и начале 2000-х годов, то счет идет на десятки, может быть, даже на сотни. Можете ли вы представить себе масштаб этой трагедии? Можете ли вы представить, сколько семей потеряли своих близких, не зная истинной причины их смерти? А теперь подумайте, сколько еще тайн хранят архивы спецслужб Кыргызстана? И когда эти тайны наконец станут достоянием общественности? Но списки смерти — это лишь одна сторона этой мрачной истории. Есть и другая сторона, о которой почти никто не говорит, но которая объясняет многое. Речь идет о физическом и психологическом состоянии людей, которые стояли за убийством Ибраимова. Потому что власть, построенная на крови и предательстве, не может не оставить следов на тех, кто ее осуществляет. И эти следы видны не только в архивных документах, но и в медицинских картах, в показаниях врачей, в воспоминаниях тех, кто был рядом с этими людьми в последние годы их жизни. Один из ключевых фигурантов дела об убийстве Ибраимова, человек, который, по мнению многих исследователей, был одним из организаторов этого преступления. История его оборвалась в 2007 году при загадочных обстоятельствах. Официальная версия — сердечный приступ. Но те, кто знал его лично, рассказывают совсем другую историю. За несколько лет до того, как его история оборвалась,
Этот человек начал стремительно меняться. Он, который всегда был уверенным в себе, властным, жестким, вдруг стал нервным, раздражительным, подозрительным. Он начал страдать от бессонницы, принимал сильные снотворные, но они не помогали. Его личный врач, который наблюдал его последние 5 лет жизни, рассказывал, что пациент жаловался на постоянные головные боли, которые не снимались никакими обезболивающими. Он принимал горстями таблетки от давления, от боли, от тревоги, от депрессии. Его рабочий стол был завален упаковками лекарств. Коллеги шептали, что он начал злоупотреблять алкоголем. Приходил на работу с запахом спиртного. На важных совещаниях терял нить разговора, забывал, о чем говорил минуту назад. Его руки дрожали, когда он подписывал документы. Он похудел на 20 килограммов за полгода. Его лицо приобрело серый, землистый оттенок. Люди, которые видели его в последние месяцы жизни, говорили, что он выглядел как человек, которого изнутри пожирает какая-то болезнь. Но врачи не могли найти никакой серьезной физической патологии. Анализы были в норме, обследования не показывали ничего критического. Единственное, что отмечали все врачи, это его психологическое состояние. Он был на грани нервного срыва. Он говорил врачам, что его преследуют кошмары, в которых он видит лица мертвых людей. Он просыпался по ночам в холодном поту, кричал во сне. Его жена рассказывала, что он несколько раз вскакивал среди ночи и бегал по квартире, проверяя, заперты ли двери и окна. Он установил в доме дополнительные замки, сигнализацию, камеры наблюдения. Он нанял охрану, которая дежурила у его дома круглосуточно. Он боялся. Боялся настолько, что это разрушало его изнутри. Чего он боялся? Возмездия? Или его мучила совесть за то, что он сделал? Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Но факт остается фактом. Человек, который был одним из самых влиятельных и могущественных в стране, превратился в параноика, который боялся собственной тени. Его личный психиатр, который согласился дать интервью при условии анонимности, рассказал поразительную историю. За месяц до того, как история пациента оборвалась, он пришел на прием в состоянии близком к истерике. Он сказал врачу: «Я не могу больше так жить. Я вижу их каждую ночь. Они стоят у моей кровати и смотрят на меня. Они требуют ответа. Но я не могу им ответить, потому что если я скажу правду, меня убьют. А если я буду молчать, они будут преследовать меня до конца моих дней». Врач попытался выяснить, о ком идет речь, но пациент отказался называть имена. Он только повторял: «Я не хотел. Мне приказали. Я просто выполнял приказ». Врач прописал ему сильные антидепрессанты и порекомендовал лечь в клинику для прохождения курса психотерапии. Но пациент отказался. Он сказал: «Если я лягу в клинику, все узнают, что я сошел с ума. А я не могу себе этого позволить. У меня репутация, положение, семья». Через месяц его нашли мертвым в его рабочем кабинете. Официальная версия — сердечный приступ. Но врач, который видел его за месяц до этого, не верит в эту версию. Он считает, что его пациент покончил с собой, не выдержав психологического давления. Но этот человек был не единственным, кто страдал от последствий своих действий. Есть свидетельства о том, что и другие участники той операции по устранению Ибраимова испытывали серьезные проблемы со здоровьем в последующие годы. Один из них, бывший сотрудник силовых структур, который по некоторым данным был причастен к организации снятия охраны, история которого оборвалась в 2012 году от цирроза печени. Его близкие рассказывали, что последние годы жизни он пил запоями, не мог остановиться, хотя врачи предупреждали, что алкоголь его убивает. Когда его спрашивали, почему он пьет, он отвечал, чтобы забыть. Что он хотел забыть? Он никогда не говорил об этом прямо, но однажды в состоянии сильного опьянения он сказал своему брату: «Я сделал то, чего не должен был делать. И теперь я плачу за это каждый день своей жизни». Брат пытался выяснить подробности, но он замолчал и больше никогда не возвращался к этой теме. Другой участник той операции, человек, который, по слухам, был одним из тех, кто непосредственно отдавал приказы исполнителям, до сих пор жив. Но его здоровье стремительно ухудшается.
Ему чуть больше 60 лет, но выглядит он на все 80. Он страдает от множества хронических заболеваний — диабет, гипертония, проблемы с сердцем, с почками, с печенью. Он принимает более 20 различных препаратов ежедневно. Его руки трясутся так сильно, что он не может самостоятельно держать ложку. Он почти не выходит из дома, потому что боится упасть, его ноги плохо слушаются. Он потерял большую часть зубов, его волосы поседели и выпали, его кожа покрылась пигментными пятнами и морщинами. Люди, которые знали его в 90-е годы, когда он был в расцвете сил, не узнают его сейчас. Он превратился в развалину, в тень самого себя. И самое страшное — он знает, что это расплата. Его личный врач рассказывал, что пациент однажды сказал ему: «Я знаю, почему я так болею. Это не просто старость. Это наказание за то, что я сделал. И я заслужил это наказание». Можно сказать, что все это просто совпадение. Что люди стареют, болеют и умирают — это естественный процесс. Что нельзя связывать их болезни с их прошлыми действиями. Но слишком много совпадений. Слишком много людей, причастных к убийству Ибраимова, которые страдали от странных болезней, психических расстройств, алкоголизма, депрессии. Слишком много людей, которые в последние годы жизни говорили о чувстве вины, о кошмарах, о страхе возмездия. Это не может быть случайностью. Это закономерность. Власть, построенная на крови, разрушает не только тех, против кого она направлена, но и тех, кто ее осуществляет. Убийство невинного человека оставляет след не только в архивах и в памяти народа, но и в душах тех, кто к нему причастен. И этот след невозможно стереть никакими деньгами, никакой властью, никакими связями. Он остается навсегда и медленно, но неотвратимо разрушает человека изнутри. Есть в медицинской практике понятие «психосоматические заболевания». Болезни, которые возникают не из-за физических причин, а из-за психологических проблем. Стресс, чувство вины, страх, тревога — все это может вызывать реальные физические симптомы — боли, нарушение работы органов, ослабление иммунитета. Врачи, которые наблюдали людей, причастных к убийству Ибраимова, отмечают, что многие из них страдали именно от таких заболеваний. Их тела разрушались под воздействием того груза, который они несли на душе. И никакие лекарства не могли им помочь, потому что лечить нужно было не тело, а душу. А душу, отягощенную виной за убийство, вылечить невозможно. Можно только попытаться заглушить боль алкоголем, наркотиками, таблетками, но это не лечение, это лишь отсрочка неизбежного. Рано или поздно расплата приходит. И она приходит не в виде суда или тюрьмы, а в виде болезней, кошмаров, страха и медленного разрушения личности. Это и есть настоящее возмездие, не быстрое и громкое, а медленное и мучительное. Возмездие, которое длится годами и заканчивается только со смертью. Можете ли вы представить себе, каково это — жить с таким грузом на душе? Можете ли вы представить, как каждый день просыпаться и знать, что ты причастен к убийству невинного человека? А теперь подумайте, стоило ли власть и деньги такой цены? Но есть в этой истории еще одна тайна, которая до сих пор не раскрыта, и которая может пролить свет на истинные масштабы преступления. Речь идет об архивах, которые были уничтожены сразу после убийства Ибраимова. Не просто уничтожены, сожжены, измельчены, стерты из всех баз данных так тщательно, как будто их никогда не существовало. Что было в этих архивах? Почему их уничтожение было настолько важным для тех, кто стоял за убийством? И самое главное, остались ли где-то копии этих документов, которые могли бы доказать вину заказчиков? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться в октябрь 1998 года, в те дни, которые последовали сразу за убийством. Пока следователи осматривали место преступления, пока родственники оплакивали погибшего, пока журналисты писали статьи о трагедии, в нескольких зданиях Бишкека происходило нечто, о чем широкая общественность не знала. Группа людей в штатском методично изымали документы из кабинетов, архивов, сейфов. Они работали быстро, профессионально, без лишнего шума.
Они знали, что именно им нужно найти и уничтожить. Один из свидетелей этой операции, бывший сотрудник аппарата правительства, который работал в здании Белого дома в те годы, рассказывал, что на следующий день после убийства Ибраимова в здание приехала группа людей, которые представились сотрудниками службы безопасности. Они предъявили какой-то документ за подписью высокопоставленного чиновника и потребовали доступ к рабочему кабинету Ибраимова и к архиву Комитета по экономике, где он работал. Охрана пропустила их без вопросов. Они провели в здании несколько часов, вынесли несколько коробок с документами и уехали. Что было в тех коробках? Свидетель не знает. Но он помнит одну деталь. Когда они выносили коробки, одна из них случайно открылась, и на пол высыпалось несколько папок. Свидетель успел увидеть надпись на одной из папок. «Приватизация золотодобывающих предприятий. Конфиденциально». Это были те самые документы, которые Ибраимов собирал для своего расследования. Документы, которые доказывали незаконность сделок по приватизации. Документы, которые могли отправить за решетку десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов. И эти документы исчезли. Но это было не единственное место, где изымались документы. В тот же день аналогичная операция прошла в здании парламента, где у Ибраимова был еще один рабочий кабинет. Там тоже появились люди в штатском, предъявили документы и вынесли несколько коробок с бумагами. Более того, они потребовали доступ к компьютеру Ибраимова и к серверу, где хранились электронные копии документов. Системный администратор парламента, который присутствовал при этом, рассказывал, что они не просто скопировали файлы. Они полностью стерли жесткий диск компьютера и удалили все резервные копии с сервера. Они использовали специальные программы, которые не просто удаляют файлы, а перезаписывают их несколько раз, делая восстановление невозможным. Это была профессиональная работа людей, которые знали, что делают. Людей, которые имели доступ к технологиям и знаниям, доступным только спецслужбам. Третье место, где прошла зачистка архивов, — это дом самого Ибраимова. Через 2 дня после убийства, когда семья еще не успела прийти в себя от шока, к ним пришли люди, которые представились следователями. Они сказали, что им нужно изъять личные вещи погибшего для расследования. Они забрали его личный компьютер, его записные книжки, его документы, которые он хранил дома. Гульнара, жена Ибраимова, была в таком состоянии, что не могла им сопротивляться. Она подписала протокол изъятия, даже не читая его. Только через несколько недель, когда она попросила вернуть вещи мужа, ей сказали, что никакого изъятия не было, что в деле нет никаких протоколов, и что она, видимо, что-то путает из-за стресса. Но Гульнара точно помнит, люди приходили, забирали вещи, она подписывала какие-то бумаги. Куда делись эти вещи? Кто были те люди? И почему в официальных материалах дела нет никаких упоминаний об этом изъятии? Все эти факты указывают на одно. Сразу после убийства Ибраимова была проведена масштабная операция по уничтожению всех документов, которые могли бы указать на заказчиков преступления. Эта операция была спланирована заранее и проведена с хирургической точностью. Люди, которые ее осуществляли, знали, где именно находятся нужные документы, как получить к ним доступ, как их уничтожить так, чтобы не осталось никаких следов. Это не могла быть работа обычных преступников. Это была работа профессионалов, которые имели связи в правоохранительных органах, в спецслужбах, в правительстве. Работа людей, которые действовали по приказу сверху и были уверены в своей безнаказанности. И они оказались правы. Никто из них так и не понес наказание. Более того, многие из них продолжили свою карьеру, получили повышение, стали еще более влиятельными и богатыми. Но есть одна деталь, которая дает надежду на то, что правда все-таки может быть восстановлена. Один из бывших помощников Ибраимова, человек по имени Эрлан Бекмуратов, рассказал, что за неделю до убийства Жумабек передал ему флешку и попросил хранить ее в надежном месте. Он сказал: «Если со мной что-то случится, передай это журналистам. Там все доказательства». Бекмуратов спрятал флешку и после убийства Ибраимова испугался ее доставать. Он боялся, что если он передаст ее кому-то, то станет следующей жертвой. Поэтому он хранил ее 26 лет, не показывая никому. Но в 2024 году он решил, что пришло время. Он связался с журналистом Токтагуловым
и передал ему флешку. Токтагулов попытался открыть файлы на флешке, но они оказались зашифрованы. Нужен был пароль, который знал только Ибраимов. Токтагулов обратился к специалистам по компьютерной безопасности, но они сказали, что взлом такого шифрования может занять годы, а может и вообще оказаться невозможным. Но Токтагулов не сдается. Он продолжает искать способы расшифровать файлы. Он опрашивает людей, которые были близки к Ибраимову, пытаясь найти подсказки к паролю. Он изучает личные записи Жумабека, его дневники, его письма, надеясь найти там ключ. Потому что он знает, если ему удастся открыть эти файлы, то вся правда об убийстве Ибраимова выйдет наружу. Все имена заказчиков, все схемы приватизации, все доказательства коррупции. Все это может быть на той флешке. И тогда не будет никакой возможности замять дело, никакой возможности скрыть правду. Тогда виновные, наконец, понесут наказание. Но пока флешка остается зашифрованной, правда остается скрытой. И время работает против Токтагулова. Чем больше проходит лет, тем меньше остается свидетелей. Тем труднее доказать что-либо. Тем слабее становится общественный интерес к делу. Есть еще одна надежда на то, что архивы не полностью уничтожены. По словам нескольких источников, один из сотрудников аппарата правительства, который участвовал в изъятии документов из кабинета Ибраимова, не уничтожил все бумаги, а спрятал часть из них. Почему он это сделал? Возможно, как страховку на случай, если его самого попытаются устранить. Возможно, из чувства справедливости он понимал, что участвует в преступлении, и хотел сохранить доказательства. Или, может быть, он просто не выполнил приказ до конца, понадеявшись, что никто не заметит. Этот человек до сих пор жив и живет в Кыргызстане. Его имя известно нескольким журналистам, которые пытались с ним связаться. Но он отказывается давать интервью и отрицает свою причастность к изъятию документов. Но есть свидетели, которые видели его в здании правительства в тот день. Есть люди, которые слышали, как он рассказывал своим близким о том, что участвовал в специальной операции. И есть слухи о том, что у него дома, в тайнике, хранятся документы, которые могут изменить всю историю расследования убийства Ибраимова. Токтагулов пытался выйти на этого человека через общих знакомых, но безуспешно. Человек боится. Он знает, что если он отдаст документы, то подпишет себе смертный приговор. Потому что те, кто приказал уничтожить архивы, не простят ему такого предательства. Они найдут его, где бы он ни был, и устранят. И он это прекрасно понимает. Поэтому он молчит и будет молчать до конца своих дней. Если только не произойдет что-то, что заставит его изменить решение. Может быть, смертельная болезнь, как в случае с Садыковым. Может быть, угроза его семье. Или может быть просто осознание того, что он не может больше жить с этим грузом на душе. Время покажет, но пока архивы остаются скрытыми, пока документы лежат в чьих-то тайниках, пока флешка остается зашифрованной, правда об убийстве Ибраимова остается недоступной. И заказчики преступления могут спать спокойно, зная, что их тайна надежно защищена. Но как долго продлится это спокойствие? Как долго они смогут скрывать правду? И что произойдет, когда эта правда наконец выйдет наружу? Готовы ли вы узнать ответы на эти вопросы? Или вы предпочитаете жить в неведении, не задавая неудобных вопросов? Представьте себе человека, который впервые за 30 лет решается рассказать то, что видел своими глазами в ту роковую ночь. Человека, который все эти годы молчал не из трусости, а потому что знал одно неосторожное слово, и его семья окажется в опасности. Этого человека зовут Болот Токтасумов. И в 1998 году он работал диспетчером на центральной телефонной станции Бишкека. Его смена в ту ночь началась в полночь и должна была закончиться в 8 утра. Но то, что произошло между 3 и 4 часами ночи, изменило всю его жизнь. Токтасунов сидел за своим пультом, когда заметил странную активность на одной из линий спецсвязи, той самой, которая соединяла городское управление внутренних дел с постами охраны высокопоставленных лиц. В 3 часа 40 минут по этой линии прошел звонок. Токтасунов, как положено по инструкции, зафиксировал время и номер вызова в журнале. Но через час к нему в диспетчерскую ворвались 2 мужчин в штатском, потребовали отдать журнал
и приказали забыть все, что он видел. Один из них положил на стол толстый конверт и сказал: «Это за твое молчание. Если расскажешь кому-нибудь, пожалеешь». Тактасунов взял деньги и молчал 30 лет. Но в 2024 году его дочь серьезно заболела. Нужны были деньги на лечение, которых у него не было. И тогда он решил, пришло время рассказать правду. Он связался с журналистом Токтагуловым и согласился дать интервью за вознаграждение, которое пойдет на лечение дочери. То, что он рассказал, стало последним недостающим звеном в цепи доказательств. Тактасунов утверждает, что тот звонок в 3 часа 40 минут был сделан не из дежурной части городского управления внутренних дел, как утверждалось официально. Номер, с которого поступил вызов, принадлежал внутренней линии связи, которая была установлена только в 3 местах: в резиденции президента, в здании правительства и в Главном управлении Комитета национальной безопасности. Тактасунов точно помнит этот номер, потому что записал его в свой личный блокнот на всякий случай, как страховку. Он сохранил этот блокнот все эти годы и показал его Токтагулову. Журналист сфотографировал страницу с записью и отправил запрос в архив телефонной компании, пытаясь установить, какому именно кабинету принадлежал этот номер. Ответ пришел через месяц. Согласно архивным данным, этот номер в 1998 году был закреплен за кабинетом заместителя министра внутренних дел. Человека, который занимал эту должность в то время, звали Асылбек Жумабаев. Сегодня ему 72 года. Он давно на пенсии, живет в престижном районе Бишкека в особняке за высоким забором. Он отказывается давать интервью и через своих адвокатов заявляет, что никакого отношения к убийству Ибраимова не имел. Но есть свидетели, которые утверждают обратное. Один из бывших подчиненных Жумабаева, который согласился говорить только при условии полной анонимности, рассказал, что за неделю до убийства Ибраимова Жумабаев вызвал его в свой кабинет и дал странное задание. Он попросил достать из архива все документы, касающиеся системы охраны высокопоставленных лиц: графики смен, списки сотрудников, коды доступа к рациям, частоты связи. Подчиненный удивился, зачем заместителю министра понадобилась такая информация, но не посмел спросить. Он выполнил приказ и принес документы. Жумабаев изучил их несколько часов, сделал какие-то пометки в блокноте, а потом приказал вернуть все на место и никому не рассказывать об этом. Через неделю Ибраимова убили. А еще через месяц Жумабаев неожиданно подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Ему было всего 48 лет. Он был в расцвете карьеры. Его прочили на должность министра. Но он ушел. Почему? Что заставило его так резко оборвать карьеру? Может быть, он понимал, что рано или поздно правда всплывет, и решил уйти в тень, пока не поздно? Токтагулов попытался встретиться с Жумабаевым лично. Он приехал к его дому, позвонил в домофон, представился журналистом и попросил об интервью. Ему ответил охранник и сказал, что хозяин не принимает журналистов. Токтагулов оставил свою визитку и номер телефона, попросив передать Жумабаеву, что у него есть информация, которая может его заинтересовать. Через 2 дня ему позвонил незнакомый мужчина и предложил встретиться в одном из кафе в центре города. Токтагулов пришел на встречу, надеясь увидеть Жумабаева, но вместо него появился адвокат. Адвокат передал письменное заявление, в котором Жумабаев категорически отрицал любую причастность к убийству Ибраимова и предупреждал, что если журналист опубликует какие-либо обвинения в его адрес без доказательств, то будет подан иск о защите чести и достоинства. Токтагулов ответил, что у него есть доказательства, запись из журнала диспетчера телефонной станции, которая подтверждает, что звонок был сделан из кабинета Жумабаева. Адвокат усмехнулся и сказал: «Запись в блокноте — это не доказательство. Это может быть подделка. А даже если это правда, то это доказывает только то, что из кабинета был сделан звонок, но не доказывает, что звонил именно мой клиент. В том кабинете работало несколько человек. Любой из них мог воспользоваться телефоном». Токтагулов понял, что без дополнительных доказательств ему не удастся привлечь Жумабаева к ответственности. Но он не сдался. Он начал искать других свидетелей, которые могли бы подтвердить причастность Жумабаева к убийству. И он нашел еще одного человека, бывшего водителя Жумабаева,
который работал у него в 90-е годы. Водитель рассказал поразительную историю. За 3 дня до убийства Ибраимова Жумабаев приказал ему отвезти его в один из ресторанов на окраине Бишкека. Это был не обычный ресторан, а место, где часто собирались криминальные авторитеты. Водитель ждал в машине, пока Жумабаев был внутри. Встреча длилась около часа. Когда Жумабаев вышел, он был бледен и молчалив. Всю дорогу обратно он не произнес ни слова, только курил одну сигарету за другой. Водитель не знал, о чем шла речь на той встрече, но он запомнил одну деталь. Когда они подъезжали к ресторану, он видел, как к входу подъехал темный джип без номеров. Из джипа вышли 3 мужчин в кожаных куртках. Один из них был высоким, с шрамом на лице. Водитель запомнил его, потому что этот человек выглядел очень угрожающе. А через неделю, когда по телевизору показывали новости об убийстве Ибраимова и задержании подозреваемых, водитель узнал в одном из задержанных того самого человека со шрамом. Это был Азамат Мамытов, один из 3 исполнителей убийства. Эта информация стала ключевой. Она доказывала, что Жумабаев встречался с одним из убийц за 3 дня до преступления. Это не могло быть совпадением. Токтагулов попросил водителя дать официальные показания, но тот отказался. Он сказал: «Я уже старый человек, мне 68 лет. У меня внуки, правнуки. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадала моя семья. Я рассказал тебе это, чтобы ты знал правду. Но в суд я не пойду. Прости». Токтагулов понял его. Он не мог заставить человека рисковать жизнью своей семьи ради справедливости. Но он записал его показания на диктофон с согласия водителя, но с условием, что запись будет опубликована только после его смерти. Водитель согласился. Он сказал: «Пусть хотя бы после моей смерти люди узнают правду. Пусть знают, что Ибраимова убили не просто бандиты. Его убили по приказу людей из власти. И эти люди до сих пор на свободе. До сих пор богаты и влиятельны. Это несправедливо. И я хочу, чтобы об этом знали». Но даже эти показания не могут гарантировать, что дело будет пересмотрено. Потому что в Кыргызстане, как и во многих постсоветских странах, правосудие часто зависит не от доказательств, а от политической воли. Если у власти нет желания раскрывать это дело, то никакие доказательства не помогут. А желания нет. Потому что слишком много влиятельных людей окажется замешано в этом преступлении, если начать копать глубже. Слишком много репутаций будет разрушено, слишком много карьер закончится, слишком много денег придется вернуть. Поэтому власть предпочитает делать вид, что дело закрыто, что убийцы наказаны, что справедливость восторжествовала. Но народ знает правду. Народ помнит Ибраимова. И народ не верит официальной версии, потому что слишком много вопросов остались без ответа. Слишком много странных совпадений. Слишком много свидетелей, которые боятся говорить. И эта правда, которую знает народ, но которую власть отрицает, разъедает общество изнутри. Она порождает недоверие к власти, к правосудию, к государству. Она заставляет людей думать, если они могли убить Ибраимова и остаться безнаказанными, то они могут убить кого угодно, и никто не будет в безопасности. Можете ли вы жить в стране, где честных людей убивают, а убийцы остаются на свободе? Можете ли вы доверять власти, которая покрывает преступников? А если не можете, то что вы готовы сделать, чтобы это изменить? Но есть в этой истории еще один человек, чье имя до сих пор произносят шепотом, боясь, что кто-то услышит. Человек, который, по мнению многих исследователей этого дела, был не просто одним из организаторов убийства Ибраимова, а главным архитектором всей операции. Человек, который принимал окончательные решения, давал приказы, контролировал исполнение. Человек, который стоял на вершине пирамиды власти и использовал эту власть для устранения тех, кто мешал его планам. Его имя мы не можем назвать по юридическим причинам. Он до сих пор жив, до сих пор влиятелен, и его адвокаты готовы подать в суд на любого, кто посмеет обвинить его публично без неопровержимых доказательств. Но мы можем рассказать о том, кем он был в 1998 году и кем стал после. Мы можем рассказать о его карьере, о его связях, о его богатстве.
И мы можем задать вопросы, на которые он никогда не ответит публично, но ответы на которые очевидны для всех, кто изучал это дело. В 1998 году этот человек занимал одну из ключевых должностей в правительстве Кыргызстана. Он курировал вопросы экономики и приватизации. Именно через его кабинет проходили все крупные сделки по продаже государственной собственности. Именно он подписывал документы, которые превращали миллиардные активы в частную собственность людей из его ближайшего окружения. И именно он больше всех был заинтересован в том, чтобы Ибраимов не смог остановить эти сделки. Потому что Ибраимов собрал доказательства, которые могли отправить этого человека за решетку на долгие годы. Доказательства коррупции, злоупотребления служебным положением, хищения государственных средств в особо крупных размерах. Если бы эти доказательства стали достоянием общественности, карьера этого человека закончилась бы в один день. Более того, он потерял бы не только должность, но и все свое состояние, которое он накопил благодаря коррупционным схемам. Поэтому он принял решение: Ибраимов должен быть устранен. И он использовал все свои связи, все свое влияние, все свои ресурсы, чтобы организовать это убийство. Как он это сделал? Сначала он встретился с людьми из криминального мира, теми, кто мог найти исполнителей и организовать убийство так, чтобы оно выглядело как обычное бандитское нападение. Он заплатил им большие деньги, по некоторым данным, сумма составила несколько сотен тысяч долларов. Затем он использовал свои связи в силовых структурах, чтобы обеспечить снятие охраны с дома Ибраимова в нужный момент. Он лично позвонил своему человеку в Министерстве внутренних дел, тому самому Жумабаеву, и отдал приказ. Жумабаев выполнил приказ, потому что знал, если он откажется, то его карьера закончится, а, возможно, и жизнь тоже. Затем этот человек организовал доставку отравленной посылки в дом Ибраимова, чтобы убедиться, что жертва будет спать крепко и не окажет сопротивления. Он продумал каждую деталь, каждый шаг, каждую возможную случайность. Это была идеально спланированная операция, которая прошла без сучка, без задоринки. Ибраимов был убит, исполнители были задержаны и осуждены. Но заказчики остались в тени. А этот человек продолжил свою карьеру, как будто ничего не произошло. Более того, через несколько лет после убийства Ибраимова его карьера пошла в гору. Он получил повышение, стал еще более влиятельным, еще более богатым. Он купил несколько особняков в Бишкеке и за границей, несколько дорогих автомобилей, открыл счета в зарубежных банках, его дети учились в престижных университетах Европы и Америки. Он стал одним из богатейших людей Кыргызстана, и все это богатство было построено на крови Ибраимова и других людей, которых он устранил на своем пути к власти. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что этот человек до сих пор пользуется уважением в обществе. Его приглашают на официальные мероприятия, с ним фотографируются политики, его интервью публикуют в газетах. Он выступает на конференциях, рассказывает о своем успехе, дает советы молодым предпринимателям. И никто не смеет спросить его: «А сколько людей вы убили на пути к этому успеху? Сколько семей вы разрушили? Сколько крови на ваших руках?» Но есть люди, которые не забыли. И есть люди, которые знают правду и ждут своего часа. Один из них — сын Ибраимова, Азамат, который посвятил свою жизнь борьбе за справедливость. Он собрал огромное досье на этого человека. Документы, свидетельские показания, финансовые отчеты, которые доказывают его причастность к убийству отца. Он несколько раз пытался добиться возобновления расследования, подавал иски в суд, обращался в международные организации по правам человека. Но каждый раз его попытки разбивались о стену молчания и равнодушия. Потому что этот человек слишком влиятелен, слишком богат, слишком хорошо защищен. У него есть адвокаты, которые могут заблокировать любое расследование. У него есть связи в правоохранительных органах, которые предупредят его о любой опасности. У него есть деньги, которыми он может купить молчание свидетелей или заказать устранение тех, кто не хочет молчать. Он неприкасаем. Или, по крайней мере, он так думает. Но Азамат Ибраимов не сдается. Он знает, что рано или поздно правда восторжествует. Он знает, что в этой стране происходят перемены, что новое поколение не хочет мириться с безнаказанностью преступников.
Он знает, что общественное мнение меняется, что люди начинают требовать справедливости. И он верит, что придет день, когда этот человек предстанет перед судом. Может быть, это произойдет не завтра и не через год, может быть, это произойдет через 10 или 20 лет, но это произойдет. Потому что история показывает, преступники могут скрываться годами, десятилетиями, но рано или поздно их настигает возмездие. Иногда это возмездие приходит в виде суда и тюрьмы, иногда в виде болезней и мучений совести, иногда в виде народного гнева и революции, но оно всегда приходит. И этот человек, как бы он ни был защищен сегодня, не сможет избежать своей судьбы. Потому что слишком много людей знают правду. Слишком много свидетелей готовы говорить. Слишком много доказательств собрано. И когда придет время, все это выйдет наружу. И тогда не будет никакой возможности скрыться, никакой возможности откупиться, никакой возможности избежать наказания. Азамат Ибраимов говорит: «Я не мщу, я не хочу крови, я хочу справедливости. Я хочу, чтобы люди, которые убили моего отца, предстали перед судом и ответили за свои преступления. Я хочу, чтобы их имена были названы публично, чтобы все знали, кто они такие. Я хочу, чтобы они провели остаток своих дней в тюрьме, думая о том, что они сделали. Это не месть, это справедливость. И я добьюсь ее, чего бы мне это ни стоило». Эти слова звучат как клятва. Клятва человека, который потерял отца в возрасте 15 лет и с тех пор живет с одной целью — найти и наказать убийц. Клятва человека, который не сдастся, даже если это займет всю его жизнь. И эта клятва дает надежду всем тем, кто верит в справедливость. Надежду на то, что в этой стране еще возможно добиться правды. Надежду на то, что преступники не останутся безнаказанными. Надежду на то, что память об Ибраимове не будет забыта. Верите ли вы в эту надежду? Верите ли вы, что справедливость возможна в стране, где власть и деньги решают все? А если верите, то что вы готовы сделать, чтобы эта справедливость восторжествовала? Прошло 27 лет с того рокового утра 5 октября 1998 года. 27 лет, в течение которых семья Ибраимова жила с болью утраты и жаждой справедливости. 27 лет, в течение которых заказчики убийства спали спокойно, зная, что их тайна надежно защищена. 27 лет, в течение которых народ Кыргызстана помнил имя Жумабека Ибраимова и задавался вопросом, когда же правда наконец выйдет наружу. И вот в 2025 году произошло событие, которое может изменить все. Один из троих осужденных за убийство Ибраимова, Азамат Мамытов, который отбывает пожизненное заключение в колонии строгого режима, впервые за 27 лет согласился дать интервью. Он сказал, что готов назвать имя заказчика убийства. Он сказал, что больше не боится умереть в тюрьме, потому что понял, молчание не спасет его душу. Он сказал, что хочет покаяться перед семьей Ибраимова и перед народом Кыргызстана. И он назвал имя. Это имя мы не можем опубликовать в этом материале по юридическим причинам. Но мы можем сказать, это имя человека, который в 1998 году занимал одну из высших должностей в правительстве. Человека, который до сих пор жив и до сих пор влиятелен. Человека, о котором мы говорили в предыдущей главе. Мамытов рассказал, как этот человек лично встречался с ним и двумя другими исполнителями в том ресторане на окраине Бишкека. Как он передал им конверт с деньгами, $50 тысяч авансом и обещание еще 100 тысяч после выполнения работы. Как он объяснил, что Ибраимов должен быть устранен, потому что мешает важным государственным делам. Как он заверил, что охрана будет снята в нужное время и что никаких проблем с законом у них не будет. Мамытов рассказал все это в присутствии адвоката и представителя правозащитной организации. Его показания были записаны на видео и переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызстана с требованием возобновить расследование. Что произошло дальше? Генеральная прокуратура заявила, что изучит новые показания и примет решение о возможности пересмотра дела. Прошло 3 месяца. Никакого решения не было принято.
Адвокаты семьи Ибраимова подали официальный запрос, требуя объяснений. Им ответили, что дело находится на рассмотрении и что решение будет принято в установленные законом сроки. Прошло еще 3 месяца. Решения по-прежнему не было. Тогда адвокаты обратились в средства массовой информации и опубликовали часть показаний Мамытова. Это вызвало огромный общественный резонанс. Люди вышли на улицы с требованием справедливости. Журналисты начали расследование. Правозащитные организации обратились в международные инстанции. Давление на власть росло с каждым днем. И, наконец, через полгода после того, как Мамытов дал свои показания, Генеральная прокуратура объявила о возобновлении расследования по делу об убийстве Ибраимова. Это была победа. Маленькая, но важная победа семьи Ибраимова и всех тех, кто боролся за справедливость все эти годы. Но это была только первая победа. Впереди еще долгий путь. Нужно собрать новые доказательства, допросить свидетелей, установить всех причастных к преступлению. Нужно преодолеть сопротивление тех, кто заинтересован в том, чтобы правда не вышла наружу. Нужно добиться того, чтобы заказчики убийства предстали перед судом. И это будет нелегко. Потому что эти люди обладают огромной властью и влиянием. Потому что у них есть деньги, связи, адвокаты. Потому что они будут бороться до конца, чтобы избежать наказания. Но семья Ибраимова не сдастся. Народ Кыргызстана не сдастся. Правда должна восторжествовать. И она восторжествует. Рано или поздно, но она восторжествует. Сегодня, спустя 27 лет после убийства, имя Жумабека Ибраимова стало символом борьбы за справедливость в Кыргызстане. Его портрет висит не только в здании парламента, но и в домах простых людей, которые помнят его как честного политика, который не побоялся бросить вызов коррупционной системе. Его история преподается в школах как пример мужества и принципиальности. Его именем названы улицы, школы, библиотеки. Каждый год 5 октября сотни людей приходят к месту его захоронения, чтобы почтить его память. И каждый год эта дата напоминает народу Кыргызстана о том, что борьба за справедливость не закончена, что преступники все еще на свободе, что правда все еще скрыта, и что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы эта правда, наконец, вышла наружу. Но есть в этой истории и другая сторона. Сторона, о которой не принято говорить вслух, но которая существует. Это судьбы тех, кто был причастен к убийству Ибраимова. Мы уже рассказывали о том, как некоторые из них страдали от болезней, психических расстройств, чувства вины. Но что случилось с ними в последние годы? Один из них, тот самый высокопоставленный чиновник, который, по мнению многих, был главным заказчиком убийства, до сих пор жив. Но его жизнь нельзя назвать счастливой. Его жена покинула его несколько лет назад, забрав с собой детей. Она сказала, что не может больше жить с человеком, который, как она подозревает, причастен к убийству. Его дети отказываются с ним общаться. Они изменили фамилию, чтобы не ассоциироваться с ним. Его бывшие друзья и коллеги избегают его. Он живет один в своем огромном особняке, окружённый охраной, но абсолютно одинокий. Его здоровье стремительно ухудшается. Он перенес 2 инфаркта, страдает от диабета, гипертонии, проблем с почками. Врачи говорят, что ему осталось жить несколько лет, максимум. И эти последние годы он проводит в страхе и одиночестве, зная, что рано или поздно правда о его преступлениях станет достоянием общественности. Другой участник той операции, Асылбек Жумабаев, бывший заместитель министра внутренних дел, который, как считается, отдал приказ снять охрану с дома Ибраимова, также дожил до наших дней. Но его история оборвалась в 2023 году при загадочных обстоятельствах. Официальная версия: он упал с балкона своей квартиры на 5-м этаже. Следствие пришло к выводу, что это был несчастный случай. Он якобы вышел на балкон покурить, подскользнулся и упал. Но его родственники не верят в эту версию. Они утверждают, что Жумабаев боялся высоты и никогда не выходил на балкон. Более того, за несколько дней до трагедии он говорил своему брату, что его преследуют, что за ним следят, что он боится за свою жизнь. Брат пытался выяснить подробности, но Жумабаев отказался говорить. Он только сказал: «Если со мной что-то случится, знай, это не случайность». И через 3 дня его история оборвалась.
Было ли это самоубийством? Или его устранили те, кто боялся, что он может заговорить? Мы никогда не узнаем правды. Но факт остается фактом. Еще один человек, причастный к убийству Ибраимова, ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Третий участник, врач Марат Асанов, который, как считается, поставил седативный препарат для усыпления Ибраимова, исчез бесследно. Последний раз его видели в 2010 году в Стамбуле. Он жил там по чужим именем, работал в частной клинике. Но однажды он просто исчез. Его квартира была найдена пустой, все его вещи остались на месте, но самого Асанова нигде не было. Турецкая полиция провела расследование, но не нашла никаких следов. Он словно растворился в воздухе. Его родственники в Кыргызстане до сих пор не знают, жив он или мертв. Они подавали заявления в полицию, обращались в посольство, нанимали частных детективов. Но все безрезультатно. Асанов исчез, и никто не знает, что с ним случилось. Может быть, он скрывается где-то под новым именем, боясь возмездия. А может быть, его уже нет в живых, и его тело лежит где-то в безымянной могиле. Мы не знаем. Но мы знаем одно. Судьба всех, кто был причастен к убийству Ибраимова, сложилась трагически. Кто-то умер от болезней, кто-то покончил с собой, кто-то исчез бесследно. И это не может быть случайностью. Это закономерность. Это расплата за содеянное. А что же с теми, кто непосредственно совершил убийство? Трое исполнителей — Азамат Мамытов, Бакыт Токтагулов и Эрмек Касымов — до сих пор отбывают пожизненное заключение в колонии строгого режима. Мамытов, как мы уже говорили, решил нарушить молчание и назвал имя заказчика. Но двое других по-прежнему молчат. Они отказываются давать показания, отказываются сотрудничать со следствием. Почему? Может быть, они все еще боятся за свои жизни и жизни своих семей? Может быть, им пообещали, что если они будут молчать, то их семьи получат финансовую поддержку, или, может быть, они просто смирились со своей судьбой и не видят смысла говорить правду. Мы не знаем. Но мы знаем, что их молчание — это еще одна преграда на пути к справедливости. Потому что без их показаний будет очень трудно доказать вину заказчиков. Показаний одного Мамытова может быть недостаточно. Нужны дополнительные доказательства, дополнительные свидетели. И пока эти двое молчат, правда остается неполной. Но есть надежда, что рано или поздно они заговорят, потому что время работает против них. Они стареют, их здоровье ухудшается. Они понимают, что проведут остаток своих дней в тюрьме. И, может быть, перед лицом смерти они найдут в себе смелость сказать правду. Может быть, они захотят очистить свою совесть, покаяться, попросить прощения у семьи Ибраимова. Может быть, они поймут, что молчание не спасет их души, а только усугубит их вину. И тогда они заговорят. И тогда правда, наконец, выйдет наружу. Полная, неприкрытая, страшная правда о том, как в Кыргызстане в конце 90-х годов убивали честных политиков по приказу коррумпированных чиновников. Правда, которая должна стать уроком для будущих поколений. Уроком о том, что власть без ответственности ведет к преступлениям. Что коррупция убивает не только экономику, но и людей. Что молчание и равнодушие делают нас соучастниками преступлений, и что только борьба за справедливость может изменить эту страну к лучшему. Сегодня, спустя почти 3 десятилетия после той трагической ночи, мы можем подвести некоторые итоги. Убийство Жумабека Ибраимова изменило Кыргызстан. Оно показало, что в этой стране возможно все, даже убийство высокопоставленного политика средь бела дня. Оно показало, что правоохранительные органы могут быть использованы не для защиты граждан, а для их устранения. Оно показало, что справедливость в этой стране — это не данность, а то, за что нужно бороться каждый день. После убийства Ибраимова в Кыргызстане произошли 2 революции — в 2005 и в 2010 годах. Обе они были вызваны в том числе недовольством народа коррупцией и безнаказанностью власти. Обе они привели к смене правительства. Но изменилось ли что-то по сути? Стала ли страна более справедливой? Стали ли чиновники более честными? К сожалению, ответ на эти вопросы неоднозначен. С одной стороны, в Кыргызстане появилось больше свободы слова, больше независимых СМИ, больше правозащитных организаций.
Люди стали смелее высказывать свое мнение, критиковать власть, требовать справедливости. Это хорошо. Это дает надежду на то, что страна движется в правильном направлении. С другой стороны, коррупция никуда не делась. Она просто приняла другие формы. Чиновники по-прежнему воруют, бизнесмены по-прежнему покупают власть, правоохранительные органы по-прежнему служат не народу, а тем, кто платит. И преступления по-прежнему остаются безнаказанными, если преступники достаточно богаты и влиятельны. Дело Ибраимова — яркий пример этого. 27 лет прошло, а заказчики убийства до сих пор на свободе. 27 лет семья борется за справедливость, а ВОС и ныне там. Это говорит о том, что система не изменилась, что власть по-прежнему защищает своих, что справедливость по-прежнему зависит не от закона, а от денег и связей. Но есть и положительные изменения. Дело Ибраимова стало символом борьбы за справедливость. Оно вдохновило многих людей не мириться с несправедливостью, не молчать, не бояться. Оно показало, что даже если правда скрыта годами, она рано или поздно выходит наружу. Оно показало, что память народа сильнее любой цензуры и любых попыток замять дело. Сегодня в Кыргызстане есть целое поколение молодых людей, которые выросли, слушая историю Ибраимова. Они знают, что он был честным политиком, который боролся с коррупцией и заплатил за это своей жизнью. Они знают, что его убийцы до сих пор не наказаны, и они не хотят мириться с этим. Они требуют справедливости. Они выходят на улицы, пишут в социальных сетях, создают петиции, обращаются в международные организации. Они не дают забыть это дело. И это дает надежду на то, что рано или поздно справедливость восторжествует. Семья Ибраимова продолжает свою борьбу. Азамат, сын Жумабека, который посвятил свою жизнь поиску справедливости, не сдается. Он говорит: «Я не остановлюсь, пока не увижу заказчиков убийства моего отца за решеткой. Это моя клятва перед его памятью. Это моя клятва перед народом Кыргызстана. И я выполню ее, чего бы мне это ни стоило». Его слова звучат как манифест. Манифест человека, который верит в справедливость, несмотря ни на что. Манифест человека, который не сдастся, даже если весь мир будет против него. И этот манифест находит отклик в сердцах тысяч людей, которые тоже верят в справедливость, тоже хотят жить в стране, где закон работает для всех, а не только для богатых и влиятельных. Но остается открытым вопрос: что же на самом деле произошло в ту ночь 5 октября 1998 года? Мы знаем факты. Ибраимов был убит. Охрана была снята по чему-то приказу. Исполнители были задержаны и осуждены. Мы знаем имена людей, которые, вероятно, были причастны к организации убийства. Мы знаем мотивы. Ибраимов мешал коррупционным схемам, и его решили устранить. Но мы не знаем всей правды. Мы не знаем, кто именно отдал окончательный приказ. Мы не знаем, сколько людей было вовлечено в эту операцию. Мы не знаем, были ли еще жертвы, о которых мы не знаем. Мы не знаем, куда делись документы, которые Ибраимов собирал. Мы не знаем, что было на той зашифрованной флешке. Слишком много вопросов остаются без ответа. Слишком много тайн остаются нераскрытыми. И, может быть, мы никогда не узнаем всей правды. Может быть, некоторые тайны так и останутся тайнами навсегда. Но даже если мы не узнаем всей правды, мы знаем главное. Жумабек Ибраимов был честным человеком, который боролся за справедливость и заплатил за это своей жизнью. Его убили не бандиты, а система. Коррумпированная, жестокая, безжалостная система, которая не терпит честных людей. И эта система до сих пор существует. Она изменила свое лицо, но не изменила свою суть. Она по-прежнему защищает преступников и наказывает тех, кто пытается бороться с преступностью. И пока эта система существует, в Кыргызстане не будет справедливости. Пока эта система существует, будут новые Ибраимовы, честные люди, которые будут пытаться изменить страну к лучшему и будут платить за это своей жизнью. И пока эта система существует, народ Кыргызстана будет жить в страхе и неуверенности, не зная, кому можно доверять, а кому нельзя. Но есть и другая правда. Правда о том, что народ Кыргызстана не сдается, что он помнит своих героев, что он требует справедливости,
что он не позволит забыть имя Жумабека Ибраимова, и что рано или поздно эта борьба принесет свои плоды. Может быть, не сегодня и не завтра, может быть, через годы или десятилетия, но справедливость восторжествует, потому что правда всегда сильнее лжи, потому что память народа сильнее любой цензуры, потому что борьба за справедливость — это не просто борьба за наказание преступников, это борьба за будущее страны, за будущее, в котором честные люди не будут бояться говорить правду, в котором политики будут служить народу, а не своим карманам, в котором закон будет работать для всех, а не только для избранных. И это будущее возможно. Оно возможно, если мы не будем молчать, если мы не будем мириться с несправедливостью, если мы будем помнить таких людей, как Жумабек Ибраимов, и продолжать их борьбу. История Жумабека Ибраимова — это не просто история одного человека. Это история целой страны. История о том, как Кыргызстан переживал болезненный переход от советской системы к независимости. Как в этом переходе одни люди наживались на несчастьях других. Как власти деньги развращали людей, превращая их в преступников. Как честные люди пытались противостоять этому и платили за это своей жизнью. Но это также история о надежде на то, что справедливость возможна, о надежде на то, что правда рано или поздно выйдет наружу, о надежде на то, что новое поколение не повторит ошибок прошлого. И эта надежда живет в сердцах тысяч людей, которые помнят Ибраимова и продолжают его борьбу. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Жумабека Ибраимова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.